Бүгін Рабочий ұшуға нелерін қолайлы бәрін ғой тексереді. ауа райы сонда, иә? Біздің жұмыс осы. Таңертең, кешке, күндіз, түнде қарамаймыз да. Қанша адам мысалы өмірі бар, жауапкершілік деген үлкен деген. Да, отдохнуть. Управлять воздушным судном, проводить рабочее время над облаками, наблюдать мир с высоты птичьего полета – это работа мечты для каждого, думаю. И сегодня мы говорим о таких людях, людях с высоким призванием. Говорим мы сегодня об авиаторах. Сегодня мы вам покажем самолеты, вертолеты. Побываем в кабине пилота, расскажем о наших спасателях, покажем наши тренажеры, где подготавливают наших летчиков, и еще много-много другого. Смотрите. Авиация қызметі егерде осы қасымызда тұрған ұшаққа байланысты келетін болсақ, авиация қызметіндегі ұшақ түрлері жолаушыларды тасымалдауға, жүк тасымалдауға және арнайы жасақ құрамын бір қаладан екінші қалаға тасымалдауға қолданылады. Және де шекара қызметінде барлау жүргізуге арналған ұшақ болып есептеледі. Мемлекеттік шекараны қорғауға арналған, қауіпсіздігін сақтауға, қорғауға және де бақылауға, барлауға арналған ұшақ түрлері. Инженеры группы разъяснили состав по рабочим местам. Так, ребят, а куда мы сейчас идем? Идем на предполетный осмотр. Перед каждым полетом летный состав обязан проверить технику и ее принять. То есть перед тренировочным полетом осматривать самолет, убедиться в том, что все системы исправны, и нам необходимо будет уже непосредственно приступать к самому лету. Пойдемте посмотрим? Да, конечно. Почему я выбрал эту профессию? В детстве, например, я просто смотрел в небо, видел, как летали самолеты, а потом поступил, так и влюбился именно в военную авиацию. Так как первоначальное обучение у нас проходило на самолете Ил-39, а он является маневренным самолетом, истребителем, понравилось. Далее ушел в транспортную авиацию, и нравится эта профессия, нравится летать, нравится небо, покорять высоты. Приборларды қосады, диспетчерский разрешение алады, погода. Суға дайындық кезде маңыздысы осы ұшақты таңертең келіп, осы ұшар алдында дайындық өткізуге ең маңыздысы ол. Тех состав келіп, самолетті таңертең тексеріп полный. Ешқандай ақау жоқ па, бәрін қарайды. И командир экипажа соларды қабылдап алып, дальше өздері жүргізеді. Предполетная подготовка выполнена в полном объеме. Топливо на борту 8300. Бортовая техника готова, замечание. Ұшуға дайынбыз, қазір есікті жабамыз.
Предполетная проверка вся прошла, теперь мы готовы к взлету. Двигатели запущены, выполняется карта перед рулением. Далее по разрешению диспетчера будет выполняться руление. Сегодня мы наблюдаем первый полет молодого летчика. Нұрлан, бортмеханик бұл жерде қандай қызмет атқарады? Борт механик мен осы ұшақта 2014-тен бері ұшамын осы ұшақ бізге келгелі бері. Енді мен осы самолетқа былай айтқанда қарап жүремін да постоянно. Ұшқан кезде экипажбен бірге тоже нелер атқарамын, өзінің функцияларым бар атқаратын. Қандай? Заправка жасаймын, самолетқа қараймын, мысалы груз дейді, груздарды қайда қою керек, Реттейсіз. реттеймін, қатайту керек, байлау керек деген сияқты жауап беремін. В общем, осы самолетқа қарап жүремін ғой. Самолеттің сыйымдылығы қандай? Адам ба или груз? Екеуі. Екеуі. Қазір осындай кезде 36 адам сыяды. И 10 тоннаға дейін зат алады, көтереді. Қанша май бересіздер мысалға? Әрқалай ұшқанға байланысты, сағатқа байланысты. Біз қазір қайда ұшып бара жатырмыз? Біз қазір Алматы қаласына ұшып барамыз. Высота нижней границы облаков 1500 метров. Работает автоматический радиопеленгатор. 8-10 баллов верхнего среднего яруса. Перелет птиц до высоты 300 метров. Средства связи и управления исправно к полетам готовы. Счетные данные запуска аэропортов переданы на доске. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Привет. мы готовимся к полету. Мы до 2 часа до полета проходит предполетный медицинский осмотр. При осмотре мы проверяем сперва давление. Артериальное давление 120 на 80. В норме, да, значит? Норма, да. Так, а потом вот это что? проверяем горло. Покраснение есть, нету. Угу. Горло проверили, покраснения ничего нету. Потом проверяем дыхательные пути. Вот так, один нос закрывайте. Делайте. Угу. Вторым. Угу, хорошо. Теперь проверяем вашу температуру. Угу. И проверяем алкотестером. Что я должна сделать? Вы должны дыхать, пока я не скажу, так, пока будете делать, да, выдохнуть. Ага, вот. Видите? Вот, показывайте. Это хорошо. Ну, это здорово. Значит, мы готовы. Потом мы спрашиваем, выспались ли наши летчики. 8 часов минимальный сон. Если не хватит больше 8 часов, мы их не допускаем. Они проходят ВЛК, врачебно-летную комиссию в Астане каждый год. И каждые 3 часа они проходят медосмотр. Каждые 3 часа они должны проходить медицинский осмотр, там, выписаться. И должны в отпуск выходить. Через год должно быть. Ни раньше, ни меньше. И их записываем. Они должны с утром покушать.
еще. вы ведете? Да, учет мы каждого записываем. Вот этот техников отдельно, журнал, и летчиков отдельно. Вот так проводим медицинский осмотр. Мы находимся в комнате психологической подготовки. Здесь ежедневно с летным составом мы проводим перед полетами, после полетов психологическую подготовку. Проводим различные мероприятия, тренинги с использованием специальных аппаратов стимулирующих. Данная комната у нас состоит из 2 частей. Это где мы стоим, для групповых мероприятий, для тренинговых мероприятий летного состава. Следующая у нас комната — это сенсорная комната для проведения индивидуальной работы. Индивидуальные беседы, психологические консультации, где-то для психокоррекции поведения. И также с помощью специальных кресел и аппаратов мы проводим индивидуальную работу для снятия напряжений, стресса, для повышения работоспособности, энергопотенциала. Ежедневно это проводится с летным составом. Мы сейчас находимся в специализированной аудитории, где обучают летчиков. Как это классно? Класс теоретической подготовки летного состава и инженерно-технического состава. И здесь мы проходим в основном самоподготовку перед полетами, потому что эта аудитория оборудована специальными стендами. Тут системы вертолетов, противопожарной системы, система управления вертолетом, пневматическая система, гидравлическая система. А это общий шаг, несущий винта находится. При отказе гидравлической системы в полете вертолет становится неуправляемым. Самое интересное это, наверное, вот эта кабина, да? Да. Вы сюда, получается? Куда, сюда? Да, сюда. Это Это место. место командира экипажа. О, я в роли командира сегодня. Так. Медицинский осмотр я прошла. Да. Вы прошли тренаж, Так. да, предполетную подготовку. Вы готовы к полетам. И после прихода к воздушной судне вы проверяете воздушное судно, выполняете предполетный осмотр. Мы снаружи все выполнили, приходите, И сели, осматриваем. да, осматриваем, да, все ли здесь выключено перед полетами, все должно быть выключено. По вашей команде подключается аэродромный источник питания. Вот у нас общий шаг несущий винта. Если мы ее поднимаем, мы подаем мощность двигателя и на несущий винт. А это ручка циклического шага. Куда мы ее направляем, двигаем, и в ту сторону вертолет летит. Так, а вот это вот что? Вот здесь эта кнопочка, нижняя кнопочка, это триммер, а это для выключения автопилота. Автопилот, да. А эта кнопка для выполнения стрельб на полигоне при выполнении боевых задач. Да, нажимаете, она стреляет. Так, а вот это что? Это для связи. Одно нажатие между экипажем связь идет. Второе нажатие, это в эфир выходим мы. Как слышите меня? Очень хорошо. Ну все, летаем. Этот тренажер как реальный вертолет. Приходим здесь, что мы отрабатываем в полете в воздухе, мы здесь отрабатываем перед полетами. И мы сейчас можем взлететь, я предлагаю, и во время полета немножко поговорить. Хорошо. Так, мы одеваем наушники. Одевайте. Все делать как в реальном полете? Да, Да, давайте. давай взлетим. Так. Если вам сильно жарко, мы можем вам включить вентилятор. Нет, мне нормально. Раз. Да. Один раз. Вот сюда. Вот так, да. Один раз нажимайте и говорите. Да, как меня слышно? Нажмите. Все готово. Летаем, да? Все готовы? Да, мы готовы. Мы готовы? Готовы. Аппарат приборный. Вот мы сейчас как в реальном полете находимся.
На данном тренажере летный состав отрабатывает условия полета, к которым должен подготовиться летчик. То есть погода, сложные условия, какие-то аварийные ситуации отрабатываются на данном тренажере. Вот мы сейчас находимся на высоте порядка 50 метров и скорость у нас уже 160 км в час. На данном тренажере можно отработать весь перечень отказов вертолета Ми-8, Ми-170. Сколько времени занимает одного обучения? Но у каждого летчика своя программа, согласно программе, разработанной специально. Там прописано, кто сколько должен отлетать, отработать, какие упражнения, какие виды отказов. Согласно этим планам, летный состав занимается на данном тренажере. Мы сейчас, вот видите, мы вас немножко в Крым даже отвезли на вертолете. Страшновато. Страшно? Конечно. Можете поуправлять? Да, можете. Педаль? Так, Вот, налево нажимать. вот смотрите на горизонт и толкайте педаль, любую. Видите? Вы управляете вертолетом. Теперь в другой педали, правой. Видите, теперь мы в правую сторону идем. Это как руль? Да. Теперь ручкой. Видите, в напор идем. И мы уже... Да, теперь вниз дайте, мы пойдем на снижение. Ну. Нет, лучше вверх. Назад? Лево, право. Прям смелее. О, видите, вы прям уже прирожденный летчик. Самарбекович, отправь нас на аэродром. Это получается по карте города вы двигаетесь? Вот курс, мы сейчас выйдем на курс 120 и пойдем на аэродром, откуда вы вылетели. Вот наш аэродром будет. Кто будет оценивать сейчас? Получается там, да? Инструктор? Ну да, вот Вы сидит ставите. руководитель полетов, а решение на посадку принимает командир экипажа. При посадке мы вниз, да, чуть-чуть? От себя? Да, вот можете рукой просто держать и будете понимать усилия, куда идти. Ну, вот мы и прилетели. Мы уже Добро сели? пожаловать. Мы сели. Даже, видите, не почувствовали. Нет, Да. абсолютно не почувствовала. Ну, на этом закончим. Давайте на этом закончим. Бегу.